So, here's the $1 million question. Теперь вопрос на $1 миллион. Could you pay that much for one pair of shoes? Могли бы вы заплатить столько денег за одну пару обуви? Okay, you could get a cheap pair for about 5,000, 6,000 euros. Дешевую пару обуви от Lobs вы можете получить за 5-6 тысяч евро. Дешевую пару. You could get an average pair for about 10,000 euros. Ну, такую более-менее среднюю где-то за 10 тысяч евро. Итак, can you imagine you вы можете себе представить себя paying 10,000 euros for a pair of себя shoes? в момент, когда вы платите 10 тысяч евро за пару обуви? Well, that question is more important than you may know. Вы знаете, этот вопрос на самом деле намного более важен, чем вы даже себе можете представить. Потому что давайте я вам расскажу, как большинство людей приближаются к процветанию. И для этого мне нужно вам рассказать историю, как я однажды полетел на Таити. This time the plane didn't crash, I actually got there. В этот раз самолет ни в какую воду не падал, я на самом деле приземлился на острове, все было нормально. Every morning, Каждое the утро, sun would come in the window and wake me up. каждое утро вставало солнце, и солнечные лучи проходили через окно и меня будили этим. And when I wake up, I take a crust of bread that I left there the night before. И когда я просыпался, я дотягивался до куска хлеба, который я оставил там вечером. And then I would open a big window I had in the floor of my bungalow. Открывал очень такой большой люк стеклянный, целое окно, которое находилось на полу моего бунгало. And I would drop some breadcrumbs down into the И Pacific крошил Ocean, крошки вниз, в Тихий океан, which was right under my bungalow. который находился сразу под моим бунгало. And whoosh, fish would appear from everywhere. И неожиданно со всех сторон рыба появлялась на эти крошки. Red, green, yellow, orange, purple, pink, every color fish. Разных цветов. Is our translator getting tired? Желтая, зеленая, красная, синяя, всех цветов. There were green fish with yellow stripes. Там была зеленая рыба с желтыми полосками. Yellow fish with red polka dots. Желтая рыба с какими-то красными перьями. Red fish with orange stripes. Какая-то красная рыба с оранжевыми полосками. Every day I saw 3 or 4 dozen different colors of fish. Каждый день я видел, наверное, дюжину различных совершенно рыб, разных цветов. It was amazing. Это было невероятно. And if I went outside my bungalow, И когда я выходил за пределы моего бунгало, I had a huge patio all the way around it. за ним раскрывался вид на огромный патио, который окружал полностью весь этот дом, настил. I could just jump off and I was in the water. Если бы я хотел перегнуться и прыгнуть вниз, я сразу оказывался в воде. And you could see forever. The water was perfectly crystal clear. И в воде вы можете видеть очень-очень далеко, потому что вода кристальной чистоты. Now here's the fascinating thing about this resort. Но вот какая вещь действительно интересна в этом курорте. There was like 10 or 12 bungalows over the water. Там находится где-то 10-12 вот таких вот бунгало, похожих на мой, который находится над водой, на столбах. I was there with my mastermind group, and we had most of the bungalows. И я находился на Таити вместе со своей группой сетевиков, и мы заняли как раз все эти бунгало. And then there were some other ones that were empty. Но там были еще и некоторое количество бунгало, которые просто пустовали, там никого не жило.
But on the shore, there was like 200 or 300 bungalows on the land. Но если бы вы посмотрели на берег, то вы бы увидели, что на берегу расположены еще примерно 300 бунгало, которые расположены просто на земле, на берегу. And they were all sold out. И все эти бунгало были распроданы, они все были заняты. So how could, because let's face it, for most people that's the vacation of a lifetime. Потому что, давайте признаемся, для большинства людей это поездка жизни, вообще съездить в такое место. So on their lifetime vacation, after flying all the way to Tahiti, На поездку своей жизни, всей своей жизни люди садятся и летят на Таити на самолете. they stay on the shore instead of on a bungalow over the water. И они по какой-то причине решают остановиться и жить в бунгало на берегу, вместо того, чтобы находиться в бунгало над водой, в океане. Why is that? Почему они так делают? The money. Деньги. The bungalows on the water were under $300 a night. Бунгало, которые расположены над водой, стоили больше $300 за ночь. The ones over the water were $550 or Те, $600 которые a night. находились на земле, стоили примерно $300 за ночь. Те, которые находились над водой, они стоили больше $600-700 за ночь. So they fly there for their lifetime vacation and they save $200 И a вот night. смотрите, люди прилетают на этот остров в поездку своей жизни, прилетают на этот остров и решают сэкономить $200 за ночь, Now maybe you сэкономить say, на своей поездке. well, they couldn't afford $550 a night. Возможно, вы хотели бы мне сказать, что эти люди просто не могут себе позволить заплатить 500. Or you say, that's wasteful. Do you know what else we could do with that money? Или, может быть, кто-то может сказать, это просто пустая трата денег. Ты можешь себе хотя бы представить, что бы мы могли себе позволить на разницу между стоимостью на берегу и над водой? And you say, that's easy for you, Gage, with all your money. What about me? Или кто-то может сказать, да, Гейдж, тебе это легко говорить со всеми твоими деньгами, а что обо мне ты скажешь? If you thought any of those things, Если вы задумались хотя бы похоже на то, что я только что озвучил, hold that thought придержите, пожалуйста, эту мысль and examine it. и оцените ее. Because it speaks to your consciousness. Потому что ваше возражение, ваша вот эта фраза, она сейчас разговаривает с вашим подсознанием. How many people check into a hotel Кто из вас поселился в отеле and they get a choice of the ocean view or the city на view? каком-нибудь курорте, хоть однажды, и перед вами стоял выбор, поселиться в комнате с видом на море или с видом на бассейн или на внутренний двор? How many people buy a condominium apartment on the shore? Кто из вас покупает апартаменты на берегу? And they have a choice of the water view И or the покупая city view. эти апартаменты, перед вами встает выбор, и вы смотрите, покупать апартаменты с видом на море или с видом на город. Why do they make the choice they make? Почему люди делают тот выбор, который они делают? Consciousness. Сознание. Now the same thing happened when I flew home. То же самое произошло, когда мы летели домой. I'm on an Air France 747. Yeah, No, it's- 747. Мы летим на самолете авиакомпании Air France на Boeing 747. When I flew there, I flew in the upper deck, upstairs. Когда я летел туда, я летел на второй палубе, наверху. On the way back, I flew in the bottom part. Но когда я летел обратно, я уже летел на первом этаже, снизу. And I looked and I saw a bunch of people like a prison section where they were strapped in these little И chairs. когда я обернулся назад, я вдруг увидел огромное количество людей, которые были прикованы к своим креслам. Было такое ощущение, что они в каких-то тюремных камерах находятся. Кресла были расположены очень близко друг к другу. Now I wondered what was going on. И мне было просто интересно узнать, что там происходит, почему все эти люди так близко друг к другу расположены, там сидят в такой тесноте. And I knew you would be curious too. И мне кажется, что вам бы тоже было интересно узнать, почему они так сидели. So I did some more of my scientific research. Поэтому я решил провести еще небольшое научное исследование. Because they were these little people strapped in these little seats. And Потому что- I asked the flight attendant, Мне было просто интересно, я видел этих людей, которые сидели в очень жуткой тесноте, прикованные, пристегнутые к этим своим сиденьям. Я просто спросил стюардессу,
I said, is that like a prison barge or something? Are those people in jail? Я сказал, это что, вы перевозите узников, там, я не знаю, куда-то? Эти люди что, сидят в тюрьме? She said, no. Он сказал, нет. That's the economy section. Это экономическая секция, это люди летят экономическим классом. Now, did you know about that? Вы знали вообще об этом? Did you know there's a whole nother section in the back of the plane? Вы вообще подозревали себе, что существует дополнительная секция, экономический класс? And those poor people they're strapped in like that. Там люди сидят, They throw them a привязаны. bag of peanuts. Им кидают там мешочек с орешками, чтобы они поели. At least with sardines, they cut their heads off Ну, first. по крайней мере, если с сардинами люди имеют дело, да, то им вначале отрезают головы, чтобы они не мучились, а потом запихивают в эти банки. But these people, they were still alive. Но эти люди все еще были живые. Now, why would they be flying back there? Почему они летели в той части самолета, а не впереди? So I did some more research. Я решил проверить и сделал еще небольшое исследование. Well, it turns out if a couple went there, И выяснилось, что если если пара едет на Таити, it might cost them between $2,000 and $3,000 то этот билет может им стоить между 2-3 тысячами долларов, if they flew in the back. если они летят в задней части самолета. If they flew in the front, it was about $12,000 or Если они $13,000. летят в передней части самолета, это им стоит 12-13 тысяч долларов. So the difference between sitting in the back of the plane or the front of the plane was about $10,000 US. И оказалось, что разница между сидением в передней части самолета или в хвостовой части самолета составляла примерно 10 тысяч долларов. Now I know what you're thinking. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. You're saying, wait a minute. Back of the plane, front of the plane. Подожди, сзади самолета, спереди самолета. It's kind of a long flight. It takes like 9 hours from LA. Это достаточно долгий полет, примерно 9 часов из Лос-Анджелеса нужно лететь. So I know what you're thinking. Поэтому я знаю, о чем ты думаешь You're сейчас. saying for $10,000 extra. Вы, наверное, сейчас думаете, что за 10 дополнительных тысяч долларов, Why would anybody да кто вообще в своем здравом уме и твердой памяти ride in the back? согласится лететь в хвостовой части самолета? No? Нет? Is that not what you were thinking? Это не то, о чем вы подумали сейчас. Because if that's not what you were Потому что thinking, если это не то, о чем вы сейчас подумали, then we've got to explore your prosperity тогда consciousness. нам нужно немножко поработать над вашим сознанием процветания. Now here's again, some of you are thinking this. Может быть, опять, сейчас кто-то из вас думает, Saying that's easy for you, Gage, you're a multimillionaire. ну да, Гейш, для тебя легко говорить, ты и так мультимиллионер. What about me with my lousy job? А что говорить обо мне с этой непонятной работой, с жалкой работой, которая у меня есть? My small apartment? С моей маленькой квартирой, My cheap boss? с моим боссом Cheap? дешевым. Bisho? Cheap. Дешевым. And my small bank account? И моим маленьким счетом в банке. I can't afford to throw $10,000 extra to fly to Tahiti. Я не могу позволить себе выбросить еще дополнительно 10 тысяч долларов, чтобы лететь на Таити. And you know what I'd tell you? И вы знаете, что я бы вам сказал на такие слова? That you chose that. Что на самом деле вы сделали этот выбор сами. You chose that small car, that small apartment, that cheap Вы boss. сами выбрали этого босса дешевку, выбрали эту квартиру, вы выбрали эту машину. And while you were choosing that Lada, И когда вы выбирали эту Ладу, you could have been choosing a Bentley. вы могли бы выбрать Бентли на самом деле. While you were choosing that small apartment, you could have been choosing a mansion. Когда вы выбирали эту маленькую квартирку, вы могли бы на самом деле выбрать какой-то большой дом. And while you were choosing that small bank account, you could have been choosing a multi-million-dollar И one. когда вы выбирали этот маленький банковский счет, вы могли выбрать многомиллионный счет.
Now you may say, well, wait a minute, do you know what we could do with that $10,000? Может быть, кто-то хочет мне сказать, ты хоть представляешь, что бы мы могли сделать с этими 10 тысячами долларов? We could feed the starving children in Africa. Мы бы могли накормить голодающих детей в Африке. We could give it to the church. Мы бы могли бы передать эти деньги в церковь. We could save the Мы rainforest. бы могли спасти леса Амазонки. But there's only one problem with that logic. Но вы знаете, с этой логикой есть только одна проблема. It's based on the premise Она основывается на предположении, that money is finite. что деньги это очень ограниченный ресурс. And that you could put the $10,000 on the airplane И что вы можете вложить эти 10 тысяч долларов в этот самолет, or you could feed the children starving in Africa. или выбрать накормить голодающих детей в Африке. But what you've got to understand Но что вам необходимо, вы должны понять. is you can do both. Вы должны понять, что вы можете делать одновременно обе вещи. You can do both. Вы можете одновременно делать и то, и это. Because when you create value, the universe will reward you with prosperity. Потому что в тот самый момент, когда вы создадите ценность, Вселенная вознаградит вас процветанием. Now let me give you an example how you do this. Давайте я вам дам пример, как это сделать. How many rubles is $250,000? 250 тысяч долларов, это сколько эквивалент в рублях? Мы близко привели, ну, примерно, скажем, 10 миллионов рублей, да? Close enough? Близко? Да. 7. 7? 7? Can we agree on 7? Да, можем согласиться, сойтись на 7 миллионов, да? 7 million? 7 миллионов, Okay. можем? See, I noticed, you know what I noticed? Вы знаете, что я интересно заметил? When I took that 500 ruble note out and I ripped it apart, Когда я взял вот эту 500 рублей, да, вот эту бумажку, и разорвал ее, да? there were people got shocked by that. Я видел шокированные лица здесь сзади. They thought, is he ripping up 500 rubles? Люди просто, вот я видел, что у людей не мой вопрос, он что, на самом деле рвет 500 рублей? Of course I was. Конечно, я рвал 500 рублей. This was 500 rubles. Да, я порвал 500 Means рублей. nothing. There's another one. Вот еще 500 рублей. There's another one. Вот еще 500 рублей. There's another one. Вот еще 500. What does that mean? Euros. Что это Euros. значит? I Что said, это значит? Евро. Это ничего. would anybody be interested Было бы вам всем интересно in how I made 7 million rubles узнать, как я заработал 7 миллионов in 20 minutes? рублей за 20 минут? Вам было бы интересно узнать? Да? That's the best you can do? Вот это все, это лучшее, на что вы способны? I think these people fell asleep. Мне кажется, что люди заснули немножко. Aren't you glad you're in the front row? Правда здорово, что вы на первом ряду, да? Are you awake now? Вы проснулись? Now let me ask you again. Давайте еще раз спрошу. Would you like to know how I made 7 million rubles in 20 Вы minutes? бы хотели узнать, как я Check. просто проверяю.